Чувашия в Москве. В парке «Сокольники» прошел праздник «Всечувашский Акатуй». Для столицы страны фестиваль стал доброй традицией. Он проводится в Москве с 1930 года. Акатуй – это возможность узнать Чувашию и открыть для себя многонациональную Россию. На празднике звучали чувашские песни, были национальные танцы, борьба на поясах. А еще Акатуй в Белокаменной – это отличная возможность пообщаться с земляками. Вот такой вот народный праздник, который происходит раз в году после весенне-полевых работ, он объединяет в себе, на мой взгляд, сразу три очень важных составляющих. Первое – это благодарность за то, что удалось реализовать все запланированное в рамках весенне-полевых работ. Второе – это молитва Богу в том, чтобы все удалось собрать, вырастить, убрать и, конечно, положить в закрома с тем, чтобы прокормить народ зиму и еще раз посеять следующей весной и снова собраться. Ну и третья составляющая – это дань уважения нашим предкам и соединение вот этих народных традиций во времени из прошлого в сегодня, из сегодняшнего в завтра. В Москве и Подмосковье проживает порядка 100 тысяч чувашей. Для уроженцев республики Акатуй – долгожданный праздник. А еще это олицетворение разнообразия культур страны, русской цивилизации, благодаря чему наша страна становится еще сильнее. Мы, как и татары, как и башкиры, как и русские, празднуем свои традиционные праздники. Они нацелены на то, чтобы укрепить дружбу между разными народами, укрепить связь между чувашами, живущими в разных регионах, не только в Чувашской республике, не только в Москве. Сколько народов в России живет, у каждого есть свой родной язык, есть своя родная культура. Этим мы и богаты, этим мы и сильны, поэтому среди нас посеять рознь, мне кажется, просто невозможно. Я настроен на то, чтобы родной народ жил в дружбе, в единстве, в братстве с другими народами Российской Федерации. Мы, чуваши, очень гостеприимные и очень ждем к нам гостей и готовы окружить их вниманием и любовью. Акатуй в Москве закончился, а желание познакомиться с Чувашией поближе у гостей осталось. Так что теперь добро пожаловать в солнечную республику. Александр Атиков, Павел Редков, Юрий Марков. Республика.